привет! В эфире передача «Парад профессий». И мы ее ведущие Андрей и Ника. Мы студенты одного из самых старейших и престижных учебных заведений нашего города. Студенты Канашского педагогического колледжа. Работа учителя – одна из самых уважаемых и трудных профессий. Но если ты не боишься трудностей и очень любишь детей, то именно у нас ты можешь стать учителем начальных классов, учителем физкультуры, музыки, воспитателем в детском саду и даже программистом. После окончания 3-го курса все студенты колледжа проходят практику в детских оздоровительных лагерях в качестве вожатых. До того, как начать работать в лагере, им пришлось полгода осваивать азы вожатской профессии, неделю побывать в роли детей и пройти инструктивный лагерь, получить сертификат вожатого и только поехать в лагерь Чувашии, чтобы стать настоящим вожатым. Но лето уже прошло. Все лагеря закрылись до следующих теплых деньков. Вожатые студенты вернулись в колледж. Но практика еще не закончилась. Остался финальный рубеж. Сегодня студенты должны показать, чего научились за лето, и достойно защищать свой лагерь. И сейчас мы отправимся с вами в актовый зал, где и пройдет все самое интересное. Среди нас никто не кричит и не плачет. Кто сказал, что нам живется тяжело? Мы вожатые, что же это значит? Это значит, нам ужасно повезло. Дорогие студенты, уважаемые наши гости, вот уже 5-й год мы в начале октября собираемся на нашу традиционную конференцию для подведения итогов летней практики. Вот если подсчитать, сколько за 5 лет мы подготовили студентов, практикантов, вожатых, то можно прийти к такой цифре. Уже более 500 человек, студентов, практикантов, вожатых, прошли летнюю практику на базе этих оздоровительных лагерей, представители которых сегодня к нам приехали. А сегодня, я надеюсь, студенты, бывшие вожатые лета 2018, нам покажут и расскажут, чем они жили и как провели прошлое лето 2018. Удачи вам, ребята! Сегодня мы собрались, чтобы обсудить итоги летней педагогической практики. Каждая творческая группа заявила о предстоящем выступлении. Сейчас они спешат поделиться впечатлениями о незабываемых неделях практики. И наше выступление начинает лагерь «Лесная сказка». Я искренне каждую из вас люблю. Я очень рада, что я работала с вами. И приезжайте к нам еще. Слово для выступления лагерю «Созвездие». Дорогие ребята, мы рады приветствовать вас в детском оздоровительном лагере «Созвездие». Как пойдемте? Що у нас за игрушки лагерь «Десерия»? Dear children, we're glad to see you in Summer Ranch Constellation. Ответственная, задорная. Веселый. Естественно, зажигать. Добрый.
конечно, все справились. Все получилось у нас, все замечательно, все благодаря вот этим креативным, молодым, интересным людям, студентам колледжа. Хочется пожелать им дальнейших учебы последний год. Так что всем благ вам, терпения и закончить на отлично. Хороший вожатый – организатор. Он заряжает своей энергией и зарядом окружающих. А вот могут ли это делать наши вожатые? Сейчас мы это увидим. Выступает лагерь «Сосничок». Небо все в звездах красивых лиц. Мы бесконечны, мы без границ. Пусть эти звуки управляют нами. Руки над головами. Музыка летит за нами. Руки над головами. Музыка летит за нами. Руки над головами.
опыт вы получили в этом лагере? Мы получили колоссальный опыт. Практика нам дала бешеную базу. Мы начали, как сказать, понимать детей, переживать за них. Они стали нам как родные, как будто мы их сами родили, сами воспитали, отправили в лагерь, поэтому за ними приехали. Летом я проходила практику в лагере «Космонавт». Теперь мы с вами поговорим с представителями этого лагеря Михаилом Константиновичем. Михаил Константинович, что вы ждете от вожатых лета 2019? Жду такого же позитива, который был в этом году, который вы приносили именно детям, именно ту радость, ту любовь. Я надеюсь, что и в 2019 году ребята, студенты из вашего колледжа тоже будут такие же активные, такие же веселые, такие же патриотичные к своему лагерю. Хотелось бы отметить, что именно профессия педагог – это в наше время это самая ответственная работа, самая востребованная, наверное, я бы так сказал, потому что те дети с маленького возраста, понятно, что родители работают, но те дети, которые с маленького возраста, им отдают именно таким ребятам, которые учатся именно здесь. Поэтому у кого есть возможность, у кого есть желание быть похожими на своих педагогов в школах, там, не только в школах, да, в каких-то, может, творческих кружках, да, поэтому приходите, поступайте в педколледж. Вот и закончилась наша передача. Ника, давай в следующей передаче поговорим о твоей специальности. Действительно, моя специальность – преподавание в начальных классах. И мы с радостью посвятим этой специальности следующую передачу. С вами были Андрей и Ника. До новых встреч!